Проблема ВИЧ остается актуальной в нашей стране. Подавляющее большинство ВИЧ-инфицированных составляют молодые люди. Заражение ВИЧ среди них связано с необдуманным поведением, инъекционное введение наркотиков, ранние половые отношения. Провоцируют на такое поведение вредные привычки – это токсикомания, курение, алкоголь. Перед всеми стоит вопрос, как удержать молодежь от опасных форм поведения. В России большая часть государственного финансирования направляется на лечение, реабилитацию и устранение последствий. В то же время эксперты единодушны во мнении, что инвестиции в профилактику гораздо более эффективны и экономически целесообразны. Сегодня эксперты единодушно отмечают острый дефицит эффективных профилактических программ. Анализ системы профилактической работы в учебном и внеучебном процессах показывает, что необходимо переходить от информирования к развитию умений и навыков здоровьесберегающего поведения. И одной из приемлемых технологий, позволяющих формировать модели безопасного поведения в рискованных ситуациях, является форум-театр. Родители у него на дачу на выходные уезжают. Класс. Чего я не буду сдавать? В смысле? Все со мной в порядке. Я вообще откуда знаю у тебя? Откуда у тебя это? Спектакли форум театра поднимают острую социальную проблему, решить которую предстоит зрителям. В действии может принять участие любой из зрителей. Сидящие в зале могут предложить свой вариант поведения одного из героев и самостоятельно попробовать его на сцене. Форум театра предлагает зрителям задуматься и найти лично для себя ответы на значимые и волнующие вопросы. Откуда у тебя это нашли? По подвалам шлялась? Очень классный формат мероприятия, очень приятно это видеть, очень занимательно, очень интересно это видеть. Отменная игра актеров. Формат проведения мероприятия таков, что, в общем-то, это не лекция, да, это активное вовлечение, значит, человека в размышления. Это возможность человеку поставить себя в ситуацию, возможно, эту ситуацию проиграть, да, и что-то изменить, да, изменить здесь и сейчас. Применительно к ВИЧ-инфекции, я думаю, что это очень здорово, это, несомненно, нужно транслировать, это нужно тиражировать, это нужно множить, этим опытом нужно делиться. Актуальна вот профилактика в таком ключе, она задевает человека, она не позволяет человеку, как в рамках лекции, условно, да, поспать. Чем ты так делаешь, я не понял? Ты мне что, жизнь хочешь сломать? Хочу сказать, что данное мероприятие достаточно информативно прошло. Детям это полезно, так как эта тема не освещается в таких масштабах, как хотелось бы. Думаю, все студенты сегодня задумались об этом. Кто-то, конечно, поскромничал выйти, поучаствовать. Нашлись ребята, которые проявили себя, нашли в себе эти силы. Каждый, наверное, задумался об этом. И это самое важное, что у них в голове осталась какая-то нотка этой темы. Мне понравилось данное мероприятие, потому что эта тема важная, о которой нужно говорить. Ну, поначалу было немножко стыдно. А потом, когда уже началась вот эта сценка, было интересно, что актеры хорошо играли. Говори! Ну! Говори, откуда у тебя это? Какая разница, откуда? Сегодня такие явления, как наркомания, СПИД, буллинг, стали уже просто угрозой национальной безопасности. Главным условием спасения России является срочное оздоровление нравственного климата в стране. И начинать надо прежде всего с детей. Важно объединиться государству и общественности в этом вопросе. Такие проекты, как форум-театр, нужно включать в государственные, федеральные и республиканские программы. Для предупреждения распространения ВИЧ-инфекции необходимы усилия не только медицинских, педагогических или иных специалистов, но и представителей общественных организаций. Если своевременно, в доступной форме молодым людям предоставить необходимую информацию, то она будет способствовать формированию сознательного отношения к своему здоровью и поведению.